На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы. Попали в сети. Федеральные сети могут дать хороший объем. Татарстанские производители готовятся представить свои молоко, чаи и мясо на полках крупных ритейлеров. Как туда попасть, если очень хочется, узнавал Рамиль Шайдуллин. Действительно ли дыма без огня не бывает? Проводим анализ атмосферного воздуха. До Казани добрался дым от лесных пожаров в Сибири. Вреден ли смог? Что говорят экологи, узнала Вероника Гайнудинова. 6 лет без прописки в новом доме. Главное, что у нас нету проектной документации этого дома. Почему в Чистополе жители не могут прописаться в своих квартирах, разбирался Слава Мухаммадулян. О низком старте. В обязательном порядке берем смывы с кондиционеров и берем воду на лабораторные исследования. До мирового чемпионата WorldSkills остается меньше месяца. Все ли готовы к приему гостей, проверяет Роспотребнадзор. А вместе с ними проверку провела и Зарина Ахметова. Прилавки открыты. Крупные продуктовые сети страны готовы принимать продукцию татарстанских производителей, если последние способны поставлять необходимые магазинам объемы. Об этом стало известно сегодня на встрече одной из торговых компаний с фермерами. Большинство из них состоят в кооперативах, и именно они помогут сыру или, например, травам из республики попасть на прилавки федеральных магазинов. Подробнее Рамиль Шайдуллин. Сыр из благородной белой плесени упакован в такие деревянные коробочки. Стараемся по европейским стандартам. По-европейски за татарстанское сырье сыроварня из Камского устья взялась ровно год назад, а уже сегодня эти сыры в магазинах республики и страны. Крупные торговые сети ее директор считает лучшей возможностью как найти покупателя, так и заработать. Это самый, считаю, оптимальный вариант, потому что на сегодняшний день объемы дают только вот такие крупные торговые сети. Причем выигрывают как переработчики, так и производители. Все молоко для сыра к ним идет из фермерских хозяйств района. 2 года назад они объединились в кооператив, и теперь сыры из их молока на полках крупных торговых сетей. Именно мы как раз этим и хотим заниматься, и это будем стремиться к этому. Покупатели, мы, как знаем, очень любят из категории фреш, все местное. На встречу идут и сами сети. Сегодня фермерам объяснили, как можно заявиться в них. Нужно заполнить форму на сайте и подготовить документы. Если продукт устраивает, то он появляется на федеральном прилавке. Наши фермеры, кооперативы говорят, что поставили товар, его по видеомонитору смотрят даже в центральном офисе, вплоть до, скажем, Краснодара, да? А вот образец продукта из Татарстана, который уже на прилавке. Читаем. Произведено с Сакуры, Лаишевский район. Состав: мелисса, ромашка, зверобой, вишня. Почти все, что растет там. Свою историю сам Рамиль Яруллин считает успешной. Их чай теперь покупают по всей России. Но какой успех, такая же и ответственность. Необходимость прохождения аудита пищевого производства. Необходимость отстраивания своей логистической цепочки таким образом, чтобы поставки осуществлялись в точный день, в точный час. В таком случае продукты примут в сети. Ритейлеры готовы выставлять их не только в республике, но и всей России. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Реконструкция очистных сооружений на Нижнекамск-нефтехиме близится к завершению. Накануне с их работой ознакомились ветераны и молодежь предприятия. Не только рассказали, но и показали, как эффективно очищаются сточные воды, после чего в такой воде комфортно чувствуют себя даже раки. Подробности далее. Обратите внимание, вот директора с города, они приходят в приемную камеру. Как очищаются городские промышленные стоки в Нижнекамске? Какие современные технологии для этого используются? Ответы на эти вопросы получили ветераны предприятия, совет старейшин города и молодые активисты компании. С результатами реконструкции очистных сооружений гостей знакомил генеральный директор. 48 контейнеров, засыпанные керамзитом. А внутри запущены специальные микроорганизмы, бактерии, которые эти углеводороды все съедают. В сутки навоз очищается до 213 тысяч кубометров стоков. Чтобы повысить качество и эффективность работы очистных, в 2016 году предприятие провело первый этап реконструкции. Теперь на узле механической очистки городских стоков улавливают даже микрочастицы размером от 5 миллиметров.
Мы хотим нашему народу, городскому, Нижнекамскому, было хорошо. Да, согласен. И безопасно. И мы тоже этого хотим. Давайте вместе, берега. Сейчас завершается второй этап реконструкции узла механической очистки промышленных стоков. Здесь внедряют самую современную технологию биофильтрации. Ее эффективность достигает до 95%, что улучшит состояние атмосферного воздуха. Чистый, хороший, экологический воздух. И ждать в городе какой-то загазованности нам теперь не придется. Задача одна – быть открытыми, показать все, рассказать, доступно, объяснить. При необходимости и при желании посетить мы всегда будем рады организовать такую же встречу. В общей сложности на модернизацию биологических очистных сооружений Нижнекамскнефтехим направил более 3 миллиардов рублей. Завершить все работы планируют уже в конце лета. Дымный туман окутал сегодня Казань. На смог жалуются и жители республики и соседних регионов. Откуда дым, если нет огня? Однако именно с пожарами и связывают такое помутнение. Реальные причины смога и вреден ли он для здоровья, узнавала Вероника Гайнудинова. Вот так выглядело небо в этот день ровно год назад в репортаже моего коллеги. Ярко-голубое, с белыми облаками. Дым, если и был, то только от летающих над Казанкой самолетов. А сегодня в жаркий июльский день небо будто сентябрьское, серое, все в тумане, город накрыл смог. Казанский Кремль, мост Миллениум, дома. Все как в тумане. Такое помутнение, говорят люди, влияет на здоровье и ищут способы спасения. Стараюсь как можно быстрее забегать в темное помещение, чтобы быть не на улице. Придется, наверное, выпить давление. Это лекарство от давления или от головной боли. Дымной пеленой покрылась и вся республика. По словам экологов, смог – это эхо лесных пожаров, не наших, сибирских. Огнем охвачены Иркутская область, Красноярский край, Якутия, Ханты-Мансийский округ. Горит уже более 1 миллиона гектаров. Пыль и дым дошли до нас почти за 2000 километров. Проводим анализ атмосферного воздуха. В передвижной лаборатории экологи сегодня проверили воздух на наличие вредных веществ. Диоксид серы, аммиак, а также ароматические углеводороды, бензол, толуол, пара, метоксилол, оксилол, ацетон, изопропилбензол, бутилоацетат. Никаких загрязняющих веществ предельно допустимых концентраций не выявлено. Уже завтра, по прогнозам Гидрометцентра, в республику придет холодный циклон с дождями, грозами и сильным северным ветром, который, по словам синоптиков, и очистит воздух от дыма. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, Марсель Джураев, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Дом есть, а прописки нет. С таким вопросом к нам в редакцию обратились жители одного из многоквартирных домов Чистополя. По документам люди живут на объекте незавершенного строительства. Застройщик обанкротился. Жильцы достраивали дом сами, заселились и попали в тупик. Прописаться невозможно. Искал выход из ситуации Салават Мухаммадуллин. И кафель ложили сами, и стены штукатурили, дверей не было, всю электрику, все электрические щиты покупали за свой счет, все сами устанавливали как жильцы. Купили квартиру под 1 миллион и вложили еще столько же. По словам жильцов, дом по улице Нариманова, 51 был долевым. В 2009-м застройщик обанкротился. На тот момент дом был под крышей. Чтобы его не продали в рамках банкротства, дольщики оформили квартиры в собственность. Нам пришлось в судебном порядке у завода отсуживать данные, присваивать себе право собственности на данные квартиры. Но так как застройщик банкрот, то есть квартиры были на тот момент в стадии готовности 85%. Дальше все сами. Газ, воду, электричество за свой счет. Эти вот лестницы сами, эти лестницы сами, эти перегородки сами, стоянки сами. В 2013-м дом начал заселяться. Всего 24 квартиры, около 100 человек. Для сдачи дома его еще нужно местами доделать. Вот, например, незавершенная облицовка, некоторые подъезды. И самое дорогое, что говорят местные жители, это благоустройство территории. Но это полбеды. Главное – документы. Проекта нет, как нет и паспорта дома. Разрешение на строительство уже давно истекло. Так и живут здесь без прописки уже 6 лет. Статус – объект незавершенного строительства. И тут тупик. Дворовой территории нету, освещения нету, там всякие моменты. Ну и главное, что у нас нету проектной документации этого дома. Мы обратились в исполком. О ситуации здесь знали. Правда, по словам жильцов, помощи никакой не было. Сегодня нам пообещали обратное. Мы в курсе этой ситуации, по обращению жителей к нам. И мы готовы оказать юридическую помощь и довести до логического завершения. Нужно провести процедуру, в том числе и судебную. Поэтому не от нас это зависит. Совет жителям дали и в Минстрой республики.
Один из вариантов решения данной проблемы в рамках процедуры банкротства – передачи данного объекта в жилищно-строительный кооператив. В любом случае, дело должно сдвинуться с мертвой точки. В исполкоме уже обещали помочь и с вопросом благоустройства. Салават Ухмадуллин, Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Чистополь. В Казани долгострой «Свея» выставили на торги вместе с дольщиками. Что будет с обязательствами перед дольщиками? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Больше пожеланий, хороших и разных. В Татарстане полным ходом идет работа над созданием нового республиканского проекта «Наш двор». Это подготовительный этап госпрограммы по улучшению дворов. Сейчас ее инициаторы встречаются с жителями и узнают, как бы они хотели преобразить детские площадки, парковки и вообще все, что окружает их дома. На что нижнекамцам любо-дорого глядеть, узнала Светлана Зунарева. Хочу новую качель. Пока пятилетняя Алиса катается на старой качели, ее родители обсуждают, как по-новому оснастить детскую площадку. Девочка уже высказала свои предложения, а мама записала их на ватмане. Я хочу большую песочницу и большую голку. А еще новые качели, лавки, тренажеры. Жители рисовали на схеме все, что душа просит. Детскую площадку побольше сделали, оснащение, освещение. Скамейки со спинками хотелось. Беседка для мужчин. Так жители проспекта Шинников думали не только об отдыхе, но и экологии своего двора и города. Мусорку вообще отсюда убрать надо. Пускай она вот стоит. Вот здесь же разделенная, это собирать отдельно. Все предложения собирала рабочая группа проекта «Наш двор». На этой встрече с жителями ее возглавил Азат Бекмурзин, генеральный директор градообразующего предприятия «Нижнекамск-нефтехим». Среди пришедших на эту встречу есть и его сотрудники. Самое главное, чтобы во дворе царило детское веселье, чтобы соседи друг друга уважали. Конечно же, этому способствует и эта программа. Сейчас в городе на Каме более 600 дворов, которые было бы неплохо благоустроить. Как говорится, совершенство не знает границ. Все предложения татарстанцев изучат, и они лягут в основу госпрограммы. По ней в республике только в ближайшие 5 лет собираются сделать комфортными порядка 9 тысяч дворов. Светлана Звонарева, Дмитрий Аринин, Александр Комаров, Марсель Жураев, ТНВ, Нижнекамск. К ним сегодня приехал ревизор гостиницы. Рестораны Казани готовятся к приему гостей мирового чемпионата WorldSkills. Все ли соответствует установленным нормам, проверит Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства смотрят на чистоту номеров и кухни. Вместе с ними свою проверку провела и Зарина Ахметова. До начала чемпионата остается меньше месяца, поэтому все должно быть идеально. И мы решили провести здесь свою проверку. Так, здесь у нас все чисто. Здесь тоже перчатка белая. Ну и, конечно, прикроватный столик. Перчатка белая. Все чисто. Надеюсь, что такую чистоту они сохранят до приезда гостей. Сегодня номера одной из гостиниц Казани осмотрели сотрудники Роспотребнадзора. В обязательном порядке берем смывы с кондиционеров и берем воду на лабораторные исследования. Как холодную, так и горячую. А как обстоят дела на кухне отеля? Сюда проверяющие пришли уже с пробирками. Взяли пробы с рабочих поверхностей и рук персонала. На проверку отправляют и продукты. В течение 3 дней в лаборатории проведут анализы на их соответствие санитарным требованиям. По словам специалистов, в минувшем году именно из-за этого несколько кафе столицы не допустили к работе. Были объекты, которые мы приостанавливали их деятельность в связи с грубейшими нарушениями, такими как это не удовлетворить санитарно-гигиеническое состояние. И потом в анализах смывов в результатах было выявлено бактерии группы кишечной палочки, что является недопустимой и составляет угрозу. Любой, кто работает на кухне, должен иметь при себе спецодежду, сменную обувь и, конечно же, головной убор. Кроме того, каждый, приходя на работу, расписывается в специальном журнале, подтверждая, что он ничем не болен. А за этим следит су-шеф, его зовут Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы наказываете своих работников, если они не соблюдают правила внутреннего распорядка? Мы штрафуем наших сотрудников в зависимости от тяжести нарушения. От 500 рублей. Не только чистота, но и приветливость, деликатность, вежливость персонала останется в памяти у посетителей, уверен Динар Гарфудинов. В отеле работает менеджером. Он уверен, одно из главных качеств, которыми должен обладать работник сферы обслуживания, это умение понять гостя, даже иностранца. Во время завтрака женщина француженка и попросила на английском языке «Give me a place light sugar». И я очень был удивлен и поражен. Я ломал голову, наверное, очень долго, минут 30. Я ей показывал всевозможные виды сахаров, но я не мог подумать, не представлял, что такое за светлый сахар она имеет в виду. Я говорю, светлый, белый.
И в итоге потом мне только ударило в голову, что она имела в виду о сахарозаменителях. Нами уже проверено 47 мест размещения и питания. Грубых нарушений в результате проверки не выявлено. Но если они будут, Роспотребнадзор выдает предписание с коротким сроком устранения до начала прибытия гостей чемпионата в Казань. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. День военно-морского флота по-казански. Что патрулируют катера Росгвардии, почему моряки сегодня танцуют, об этом Алия Хайрудинова. В Татарстане вышли на лисий след. Проверяем, в какой стороне. Если там или там. Про всероссийский чемпионат по радиоориентированию Лилия Кашфарова. Военно-морской флот готовится отпраздновать свой день рождения. Праздник непосредственно касается и Татарстана. Полк катеров Росгвардии следит за порядком на реках республики. В этой суматохе дней и дел находят моряки, и время для профессионального праздника на борту противодиверсионного катера побывала и Алия Хайрудинова. ВМФ в этом году 322 года. В Петербурге военно-морской флот готовится к параду. Принять участие в нем мечтает и старший мичман Казанского взвода катеров Росгвардии Дмитрий Патрин. В его семье моряков нет, но он уверен, флот – его призвание. Требует контроля, внимания, она требует выдержанности и уверенных решительных действий. Наша каюта, здесь мы отдыхаем. На своем катере вступал в неравный бой с водной стихией и Альберт Камилов. Однажды спас жизнь 7 утопающих. 2 человека мы вытащили из воды, достали, а остальные 5 человек были на берегу. После чего, когда мы их приняли на катер уже, обогрели и дальнейшее передавали уже сотрудникам МЧС. Порядок на водных просторах Татарстана на контроле у сотрудников взвода катеров Казанского полка Росгвардии. Сейчас там служат 20 человек. 10 тысяч километров сетей было изъято у незаконных орудий лова, у браконьеров. Досмотрено 220 судов. В Татарстане морей не найдешь, а вот рек достаточно. Взвод катеров патрулирует Волгу, Каму, а также прибрежную зону пляжей столицы. В этом плотном графике находят время и для профессионального праздника. Обратите внимание, сегодня этот катер празднично украшен. Вот эти флаги – это отдельная буква морского алфавита. И сегодня здесь написано «С днем военно-морского флота». Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Активно и публично сегодня «Единая Россия» вышла на улицы районов и городов республики, чтобы оповещать население о предстоящих выборах. Для этого организовали специальные площадки в местах массового скопления людей. В Казани таких 16 точек. Одна из них у торгового центра на проспекте Имашева. Другая на станции метро Кремлевская. Более 1000 волонтеров будут знакомить татарстанцев с программой единороссов и кандидатами, а также объяснять порядок голосования. Ну, такая форма, я думаю, особенно вот для людей нашего возраста, это, я думаю, очень правильно сделано. Потому что выйдешь, сейчас посчитаешь, посмотришь. Я считаю, лучше и личные встречи, и через интернет по большей степени. Но даже через листовки более взрослое поколение вряд ли сможет через интернет все это узнать, обсудить. Поэтому листовки тоже нужны. Неплохо, если люди как-то людей заинтересовывать, знакомить их с материалами. Будем читать, изучать. эсеры также планируют встречи с избирателями. Для этого они организуют центры по приему граждан в 5 городах республики. Сегодня все кандидаты наши зарегистрированы. Идет активная избирательная кампания. Сегодня активно мы проводим встречи с избирателями. Две политические партии «Родина» и «Добрые дела» выбывают из предвыборной кампании. Сегодня в Центр избиркоме сообщили, они в срок не представили документы для регистрации. Напомним, документы здесь принимали до 6 вечера 24 июля. 4 политические партии уже прошли регистрацию, еще 5 на стадии проверки.
2 политические партии срок документа для регистрации не сдали. По этой причине у комиссии не будет оснований провести регистрацию вышеуказанных партий. Предвыборная кампания вступила в активную фазу, и конкурентная борьба набирает обороты. Главное – действовать в соответствии с законом и не дать волю эмоциям, говорят в Центре избиркоме Татарстана. Нормы прописаны для всех участников избирательного процесса. Напомним, ранее представители КПРФ сообщили, что в территориальных избирательных комиссиях им не показывают документов депутатов и самовыдвиженцев. Согласно 29 статье 67 Федерального закона, они вправе ознакомиться с документами выборными, получать копии. Что категорически запрещается, так это фотографировать документы, где содержатся персональные данные, что и пытаются некоторые члены комиссии правно-совещательного голоса. Безусловно, члены комиссии, окружных избирательных комиссий такие попытки строго пресекают. Проверка на прочность для железных людей. Сегодня в Казани стартовал чемпионат Европы по триатлону. Сотни сильнейших спортсменов, 3 этапа и почти 26 километров трассы. Эти соревнования уже называют крупнейшими за всю историю российского триатлона. Сергей Хайдаров увидел церемонию открытия. Сейчас я нахожусь в самом центре Казани, на Кремлевской набережной. И хочется сказать, что прямо сейчас здесь происходит просто что-то невероятное, потому что уже стартует церемония открытия европейского чемпионата по триатлону. И уже на данном этапе этот чемпионат называют самым масштабным событием, связанным с триатлоном, которое вообще когда-либо проходило в России. К примеру, прямо сейчас мы можем наблюдать такой своеобразный парад наций. Все представители стран-участниц этого триатлонного события, они представлены здесь вместе со своими флагами. Их встречали, конечно же, с татарстанским настоящим таким колоритом. Но что касается самих соревнований, то это очень сложная трасса. Первый этап водный, 750 метров. Нужно будет проплыть по акватории реки Казанки. Далее сразу пересаживаемся на велосипед и едем 20 километров. Ну а завершает все беговой этап 5-километровый. Велосипедный этап достаточно ровный и даже, я бы сказал, скоростной. Есть небольшой подъем, но потом очень длинный спуск, очень такая достаточно быстрая трасса. Половинку в том году я, велоэтап пошел очень хорошо. Что касается бегового этапа, это еще лучше, в том плане, что он вообще равнинный. Здесь, конечно же, есть и профессионалы, есть профессиональные велогонщики, профессиональные бегуны, пловцы, но победят, конечно, те, кто сможет объединить все эти самые лучшие спортивные качества в одном. Все, что дает спорт, все дает триатлон. Тем более триатлон это такой, мне очень нравится тем, что он разнообразный, несколько видов спорта, даже ты можешь быть не очень хорош в каждом, но суммарно получается, в общем-то, неплохо. Вы все здесь, для нас это большая радость, что многие из вас, вообще приехав в Россию впервые, оказались сразу в самом лучшем городе этой страны, в городе Казани. Железные люди выйдут на старт уже завтра с самого утра. Их ждут эти самые 3 сложные этапа. Ну и власти города очень позаботились о безопасности спортсменов, потому что в центре города будут перекрыты очень многие автомобильные дороги. Также акватория реки Казанки тоже будет перекрыта для судов. В общем, ждем соревнований и, конечно же, желаем удачи сборной России по триатлону. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ Казань. Движение на казанских дорогах ограничит дни чемпионата Европы по триатлону. Так, завтра в 10 утра до 2 часов дня проезд будет закрыт по улицам Кремлевская, Батурина, Чернышевского, Кави-Наджми и Профсоюзная. 28 июля с 7 утра до 5 вечера ограничено движение по Кремлевской дамбе. Схема автобусных маршрутов 15, 22, 28, 35, 89 также будет изменена. Также временно ограничено движение маломерных судов по Казанке до 28 июля. Поймал, отпустил. Таков главный принцип турнира «Тотальный спиннинг», который пройдет с 8 по 10 августа в Лаишевском районе, рядом с базой отдыха «Бережок». Поймать 6 различных видов рыб, взвесить и вернуть в реку. Основное правило соревнований, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель оргкомитета Роман Маслов. Закинуть удочку на Волге приедет более 200 участников из 15 регионов России, а также Казахстана и Израиля. Среди них не только мужчины, но и женщины. Рыболовы разыграют призовой фонд в 3,5 миллиона рублей и безмоторную лодку. Напомним, турнир проводится в 3-й раз и является самым крупным в России.
В лесу искать лесу. Первый в Татарстане стартовал чемпионат России по радиоориентированию. 100 человек из России, Литвы и Англии проведут 3 дня в лесопарке Лебяжье. Задача – пройти маршрут с помощью карты, компаса и маломощного радиопередатчика. Как не заблудиться в незнакомой местности? И при чем тут леса, расскажет Лия Кашфарова. Дэвид Уильямс – англичанин, в спорте 40 лет. Работу на шоколадной фабрике в Англии меняет на компас и незнакомый лес регулярно. В этот раз в Татарстане. Впервые, как и чемпионат России по радиоориентированию. Красивый лес для бега. Мне подарили книгу про Татарстан, и я приехал. Уверен, не выиграю. У вас сильные спортсмены. Сильные спортсмены есть и из Литвы. Игидиус Новицкас в этом спорте с 12. Перед стартом проверяет приемник, говорит самый надежный – российский. Это все-таки у вас давно этот вид спорта, и он развит. На старт выходит с 15 до 80 лет 124 спортсмена из 18 регионов России, Англии и Литвы. Кто-то только начал, а кто-то к 79 уже успел заработать 400 наград. Могу остановиться. Все тянет, надо бежать. Движение – это жизнь. Бежать нужно по лесопарку Лебяжье. За 2 минуты до старта выдается карта. На ней 10 пунктов, маяки, которые нужно найти по позывным сигналам. Для ориентации пеленгатор – прибор по поиску частот. Пеленгатор поймал сигнал, а значит финишная точка где-то рядом. Если сейчас для поиска удобное оборудование, то несколько веков назад англичане использовали собак, а в качестве финишного бакена – мертвую лису. С тех пор среди своих соревнований называют охота на лис. Чемпионат включает 4 дисциплины – радиоориентирование, классика 144 МГц, классика 3,5 МГц и спринт. Очень многие спортсмены хотели приехать именно в Казань, посмотреть этот замечательный город и заодно побегать. Для победителей звание чемпиона России и осенний чемпионат Европы в Словении. Лилия Кашфарова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. О погоде в продолжение выпуска, после чего на ТНВ вызов 112. Ну, я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. С профессиональными спортсменами на равных. 19 медалей различного достоинства привезли татарстанские атлеты с летней спартакиады инвалидов. 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Турнир завершился в городе Йошкар-Ола. Сегодня победителей чествовали в Министерстве спорта республики. Встреча превратилась в дискуссионную площадку. По итогам спартакиады остались вопросы. Стоит ли допускать на турнир профессиональных спортсменов, надо ли делить атлетов по возрасту и как повысить уровень судейства. Все будет рассматриваться в индивидуальном порядке. По примеру Олимпиады, спартакиады для людей с ограниченными возможностями проводятся раз в 4 года. Флаг представителей Марий Эл передали татарстанцам. Наша столица примет игры в 2023 году. Будем работать над созданием оргкомитета, разрабатывать положение и смотреть уже места проведения, места размещения ребят. Потому что, как вы все знаете, особенно категория людей с ограниченными возможностями. Футболисты Рубина готовятся к дебютному домашнему матчу в новом чемпионате. Игра против Ахмата пройдет на центральном стадионе в понедельник. Тем временем клуб подписал еще одного представителя Грузии. Это 22-летний полузащитник Ника Кипиани. Он будет выступать за Рубин под номером 70. Кипиани родился в Тбилиси. Играет на позициях полузащитника и нападающего. Игрок выступал за дубль московского «Локомотива», а также за кипрские команды «Этникос», «Эрмис» и «Амония». Рустави из Грузии, из российские юношеские сборные. Напомню, что до этого в состав Рубина вошли полузащитник Зурика Давиташвили, нападающий Бека Микелтадзе и полузащитник Хавича Кварацхелия. Почти 200 спортсменов съедутся со всей России в Казань на соревнования по полевой стрельбе. Чемпионат стартует завтра в поселке Мирный. Турнир будет проходить в рамках 9-й летней спартакиады учащихся страны. Всего в нем примут участие 192 спортсмена из 32 российских регионов. Татарстан представит 8 стрелков – юноши Марсель Бадреддинов и Алмаз Вильданов, а также девушки Елена Гарипова, Дарья Ложкина, Надежда Плаксина, Айгуль Хабибуллина, Мадина Хуснуддинова и Дарья Шалаумова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте! О погоде через минуту. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите, только в июле. При заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Адрес Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики солнечно и жарко, плюс 27. На северо-востоке Татарстана будет облачно, без осадков. На севере Татарстана возможен дождь. 26-27 градусов выше 0. На северо-западе республики велика вероятность осадков, плюс 26. На юго-западе Татарстана пасмурно, возможен дождь. В центре Татарстана облачно, но сухо, плюс 28. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. В Казани будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Днем 26-28 тепла. Ветер умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.